а чеченца-дударе, строителя башен и воине. Замок расположен в глубоком ущелье у ручья. Состоит он из соединения одной боевой башни с несколькими жилыми, имеется внутренний дворик. От жилых башен остались части стен, от многих сооружений сохранились лишь фундаменты. В некоторых местах замок был обнесен стеной. Наиболее хорошо сохранилась боевая башня с плоской крышей. Дударовы считаются пришельцами из Чечни, они отличались воинственностью, находились почти в постоянной вражде с окружающим населением, занимались разбоем, нападали на караваны, забирали в плен людей и вели торговлю рабами. В конечном результате они вынуждены были переселиться за Терек к Старому Ларсу, где выстроили башню, остатки которой высятся над этим местечком. Башня разрушилась в 1923 году. Следы пребывания Дударовых можно проследить далеко на восток по Армхи. На каждой своей остановке они закреплялись то башней, то замком. А по одной из легенд, Дудар приехал из горной Чечни, перемещаясь с востока на запад, обосновался сначала в селении Бисар. Затем из-за ссоры с местными жителями, из-за земли, переселился в Салге, потом в Микалте, затем обосновался около Ляжги, наконец построил башню ниже селения Хар. Ингушский институт краеведения, Иван Петрович Шиблыкин, путеводитель по Ингушской автономной области, 1929 год. Как мы видим из источника, чеченец Дудар строил много башен и замковых комплексов на территории нынешней Ингушетии и являлся известным строителем, как и Янди из Малхисты. $10 серьезно, Хамдушан. Планы еще хамаждашу ашеды болят. Сам исполнится дадаться. Ну, я не знаю, может это и вахи тоже да замутили вот это все же повсюду распространено это.